Добрый вечер. Время новостей на телеканале Осетия Рештон. В студии Инна Мазаева. И вначале коротко расскажем о главных событиях к этому часу. В наших обычаях семья была одним из главных, или семья была одной из главных в жизни каждого человека. За любовь и верность. Сегодня в День семьи Сергей Миняйлов встретился с родителями участников военной операции. Глава поблагодарил их за воспитанное поколение и наградил медалями. Республика создаст отряд имени Героя Советского Союза из Сыплиева. У бойцов из Северной Осетии, которые уходят на службу из других регионов страны, появится возможность перевестись в республиканский полк. Об этом Сергей Миняйлов сообщил сегодня на аппаратном совещании. Вот радиостанция, это к нему вот азбука Морзе, что придавали инструмент, вот такой инструмент. Вот здесь миноискатель. И еще около 1000 различных экспонатов. Музей под открытым небом в Лискене радует посетителей со всех уголков страны своим разнообразием и знакомит их с историей осетинского народа. Сегодня в стране отмечают День семьи, любви и верности. Настоящую регистрацию провели на сцене Русского театра. Во Владикавказе участник специальной военной операции официально зарегистрировал брак. На мероприятии присутствовал глава республики. Сегодня же Сергей Миняйлов наградил медалями за любовь и верность родителей участников специальной военной операции. Отметил, они воспитали настоящих патриотов и защитников Родины. Также председатель парламента Теймураз Тускаев вручил грамоты и сертификаты парам, прожившим вместе больше 50 лет. Испокон веков в нашей истории, в нашей культуре, в наших обычаях семья была одним из главных, или семья была одной из главных в жизни каждого человека. И в этой семье, в этих традициях и обычаях особый статус – это женщины. За верность семейным традициям, многолетний труд и высокий профессионализм. В Общественной палате республики чествовали представителей 10 трудовых династий завода «Победит» и Владикавказского вагоноремонтного завода имени Кирова. Председатель Нина Чеплакова выразила признательность за сохранение трудовых традиций и семейных ценностей и вручила благодарности от Общественной палаты и фамильные часы. Отметим, стаж каждой трудовой династии составляет более 100 лет. Мы отсчитываем нашу семейную династию металлургов от моего деда Александра Петровича Нагорного. Он начал работать с довоенных времен на заводе «Электроцинк». И после войны он вернулся и долгое время работал старшим печевым в знаменитой на весь Советский Союз бригаде Петра Андиева. Металлургами стали многие наши родственники. И брат деда Николай Нагорный. И потом мама моя пошла по стопам деда. Уже был завод «Победит», разделился с «Электроцинком». Мама привела меня на завод. Именно эти люди составляют сегодняшнюю элиту. Это люди, которые созидают. Это люди, на плечах которых огромный труд на протяжении многих лет. И очень хотелось бы, чтобы те профессии, которые сегодня так важны, созидательные профессии в промышленности, в других отраслях, которые создают экономику нашей страны, экономику нашей республики, чтобы они были востребованы и почитаемы. День семьи, любви и верности во Владикавказе отметили масштабно. С самого утра состоялся молебен, затем началось парадное шествие. 55 семей с детьми прошли от улицы Церетели до Центрального парка культуры и отдыха. Там празднования продолжились. На сцене представили танцевальные и музыкальные номера. Участников поприветствовали заместитель председателя правительства Альбина Плаева и министр труда и социального развития Алина Айдарова. Они поздравили жителей республики и вручили многодетным семьям подарочные сертификаты на приобретение бытовой техники. Позвольте мне поздравить вас от имени Сергея Ивановича Миняйлова, главы нашей республики, с этим замечательным праздником. И сказать, что
Главные символы этого праздника – семья, любовь, верность – они всегда останутся духовными скрепами нашего государства, нашей страны. И особенно традиции больших семей, многодетных семей ценятся в нашей республике, в республике Северная Осетия-Алания. Идея праздника возникла у жителей Мурома. Именно там покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, покровителей брака в православии. Наш корреспондент Алена Агаева пообщалась с парой, которая создала свою семью 66 лет назад. И, возможно, именно Александра и Валентин Погасеевы ответят на вечный вопрос: в чем секрет долгой и счастливой жизни? 66 лет как один день пролетело. Если бы это повторить вначале, я бы согласилась эту же стезю пройти. 66 лет счастья, уважения, поддержки и гармонии. Харизматичная, яркая Александра сразу приглянулась Валентину Погасееву. Будущие супруги вместе ходили в вечернюю школу. Парень стал ухаживать, начались встречи, между ними возникла дружба. Скоро она переросла в трепетную любовь. В какой-то момент Александра поняла, он словно выделен ярким маркером в этой серой толпе. Он свой, уютный, родной. Меньше чем через 2 года пара поженилась и с этого момента не расставалась ни на минуту. Любовь – это растяжимое понятие. Нету такого слова «любовь». Любовь, она в общем говорится любовь. То есть это уважение друг к другу, это симпатия, это какая-то привязанность, какая-то тяга, вот, что тебе этого человека не хватает. Главный секрет наших отношений, признается женщина, полная противоположность друг другу. Он тихий, я веселая, он домосед, а я не могу долго на одном месте. Даже знаки зодиака не совпадают, шутит Александра. Мы действительно такие разные, но вместе одно целое. Я не сижу, а он лежит. А он с прогулки поел, посидел и лежит. И лежит, иногда храпанет. Говорит, мы же рано встаем. Я нет, я не прилягу, не присяду. Своей внутренней и внешней красотой супруги напоминают пару лебедей, как символ вечной любви и преданности. Они образуют пары на всю жизнь. Именно эти птицы – тотем их семьи. Фигуру подарили на очередной юбилей. Пока мы разглядывали старые фото, Александра уже пустилась в пляс. А Валентин все такими же влюбленными глазами смотрит на жену. Выбора нет, пришлось присоединиться. Нам никогда не скучно, признаются супруги. Всегда придумаем, чем заняться. И с годами пара совсем не утратила бодрость духа. Обычный день начинается рано утром. Уже в 7 они выходят на прогулку, а после обязательная зарядка. У каждого есть свое хобби, например, вышивка. В квартире множество картин. Супруги часами напролет могут разгадывать кроссворды и читать энциклопедии. Такие душевные, приветливые и гостеприимные. Их союз прочно скреплен уважением, заботой и благодарностью. На вопрос, как сохранить отношения, отвечают просто. Достаточно понимания, терпения и согласия. От души хотим поздравить с этим прекрасным праздником и пожелать всем благополучия семейного, счастья. А самое главное, мои дорогие, я желаю всем молодым семьям, которые вступают в брак или только вступили, чтобы вы были терпеливы по отношению друг к другу, чтобы вы любили, уважали мнение другого человека. Вот такой простой рецепт крепкого брака от Погасеевых. В доме вместе с супругами много лет живут вера, поддержка и любовь. Рука об руку они прошли все тяготы и невзгоды. У них большая, дружная семья, и сегодня им точно есть что отметить. Алена Агаева, Алина Меликова. Новости Осетии. На базе добровольческого отряда «Шторм Осетия» появится полк имени дважды Героя Советского Союза из Сыплива. Об этом на аппаратном совещании сообщил глава Сергей Миняйло. Такая необходимость возникла из-за обращения жителей Северной Осетии, которые уходят служить в зону СВО из других регионов, а после хотят перевестись в североосетинские отряды. Всего таких бойцов сейчас порядка 800. Более того, штатная численность наших отрядов уже не позволяет принимать новых военнослужащих. Поэтому идею
созданию полка поддержали в Генштабе Вооруженных сил страны. На совещании говорили о предстоящем фестивале вахтангов «Путь домой». Его проведут с 13 по 19 июля. Глава поручил обеспечить доступом к сидячим местам на концертах всех желающих и призвал выделять меньше вип-зон. Еще одно поручение – подготовить подарки для всех первоклашек республики. Работу уже начали. Северная Осетия готовится к участию в Кавказском инвестиционном форуме. Республика представит 29 инвестиционных проектов в базовых отраслях экономики. Их реализация позволит создать в регионе порядка 8 тысяч рабочих мест. Подготовку обсудили на совещании под председательством премьера Бориса Джанаева. Основой стенда станет демонстрация результатов и планов по реализации 5 прорывных проектов, включенных в экономическую модель развития республики до 2030 года. А Министерство сельского хозяйства представит продукцию местных производителей. На форуме предполагается презентовать и промышленные предприятия субъекта. В центре Грозного на время Кавказского инвестиционного форума будут работать национальные подворья. Планируется подписание соглашения о сотрудничестве в различных отраслях. Обращаясь к Кабинету министров, Борис Джанаев призвал заинтересованные ведомства на достойном уровне представить регион. Это серьезное мероприятие. Много будет федеральных представителей, министров федеральных, председателей правительства Российской Федерации. Ну и, конечно же, я считаю, что наша республика должна быть представлена в наилучшем виде. Что может объединить ручную мельницу, картину «Ленин в октябре» и азбуку Морзе? Все это экспонаты уникального музея под открытым небом в Лескене. Посмотреть на необычную коллекцию приезжают из разных городов страны. Основатель Асланбек Бетрозов проводит интересные экскурсии и знакомит посетителей с историей наших предков. Тему продолжит наш корреспондент Залина Калманова. Это ручная мельница, ему примерно где-то 80-90 лет. Такую мельницу использовали наши предки, чтобы получить кукурузную муку. Рядом деревянные телеги и старинная мебель. Они словно переносят в другую эпоху. У каждого экспоната удивительная история, о которой всегда с удовольствием рассказывает Асланбек Бетрозов. Уникальный музей под открытым небом расположен в Лескене. Посетителей здесь всегда бывает немало. Асланбек собирает предметы быта и жизни осетин, а еще военные образцы времен Великой Отечественной. Вот радиостанция, это к нему вот азбука Морзе, что придавали инструмент, вот такой инструмент. Вот здесь миноискатель, минометный патрон, вот граната старая, вот ручная граната тоже, вот еще одна граната. В коллекции Асланбека Бетрозова больше 1000 уникальных предметов. Собирать их мужчина начал еще студентом ветеринарного факультета. Вспоминает, подрабатывая охранником в сторожевой будке, нашел картину «Ленин в октябре». В будущем она стала первым экспонатом музея. Я историей интересуюсь, историей села, история нашей республики. Тоже интересуюсь. И вообще история интересуюсь. Часть предметов Асланбек Бетрозов находил во время раскопок и экспедиций. Другую принесли соседи и жители Лескена. В какой-то момент экспонатов стало так много, что они просто не помещались в подвале дома. Вот и возникла идея создать музей под открытым небом. Асланбек рассказывает, здесь часто останавливаются туристы, задают вопросы и с интересом рассматривают экспонаты. А гостям он только рад. Ко мне вот сейчас из Владикавказа привозят, Кабарды привозят детей вот с района. Завтра, вот, например, завтра, послезавтра пятница. В общем, в пятницу вот в Чкалу я жду детей в 11-12 часов. Часто привозят детей. Свою коллекцию Асланбек Бетрозов собирает большую часть жизни. Говорит, это не просто хобби. Важно сохранить историю предков, передать знания будущим поколениям. Настоящий патриот всегда стремится помочь родине. Вместе с жителями Лескена он собирает гуманитарный груз нашим бойцам и сам доставляет его в зону СВО. Недавно во время одной из поездок получил серьезное ранение. И грамоту дали вот здесь. Я 2 раза вот на этой газели отвозил. Помощь. Кажется, Асланбек Бетрозов успевает абсолютно все. Помимо музея, мужчина содержит большое хозяйство. Его особая гордость – страусы. С экзотическими животными он уже успел найти общий язык. В планах у Асланбека Бетрозова и дальше пополнять коллекцию. Конечно, разместить все в доме уже невозможно. Мужчина планирует создать еще один музей в новом помещении. Правда, детали экспозиции пока раскрывать не хочет, но уверен, экспонаты будут привлекать еще больше людей со всей страны.
Залина Калманова, Артур Гаглоев. Новости Осетии. В штабе общественной поддержки наградили победителей международной патриотической акции «Диктант Победы». Представители партии «Единая Россия» вручили ребятам дипломы и подарки. На 25 вопросов о Великой Отечественной войне ответили больше 6 тысяч жителей республики. Патриотическое воспитание – одно из главных направлений народной программы «Единой России». Я сдавала его второй раз. В прошлом году был первый. Был неудачный. В этом году решила сдать еще раз. Уже здесь, в штабе общественной поддержки. Надеялась, но не думала, что будет такой результат. Была очень приятно удивлена. Вопросы были достаточно сложные, но было приятно, что и упомянули нашу республику. Здесь еще был региональный компонент, то есть в каждом регионе несколько вопросов касались именно событий, которые происходили на территории субъекта Российской Федерации. Поэтому ребята молодцы, им спасибо. Сегодня мы еще и поощрили тех ребят, которые помогали нам в организации акции «Огненной картины войны». Герои нардского эпоса, детских сказок и реальные исторические личности. Во Владикавказе открыли выставку кукол. Представили изделия из глины, папье-маше, фольги и других материалов. Мастер Карина Дзицоева трудилась над концепцией целый год. Изготовление экспонатов занимает от 1 недели до 2 месяцев, в зависимости от сложности. Работает рукодельница без эскизов. Все идеи воплощает буквально на ходу. Увидеть интересную экспозицию можно до конца июля в Центральной библиотеке города. Идея как завитала в воздухе, как это обычно говорится. Лето, отпуска, каникулы. И хотелось порадовать и жителей республики, и, естественно, гостей. Сейчас к нам много приезжают, и им нравится и наша культура, и наша природа. И немножко в познавательных целях пускай будут и наши куклы, персонажи. По блокам я их распределила, и Новый год даже у меня есть. Это была вся информация на сегодня. Спасибо за внимание. Всего доброго.